3 новенькие санитарные Нивы и 4 УАЗика пополнили автопарк Прилузской районной больницы. С момента последнего обновления прошло уже 5 лет, а потому новая техника для района ЦРБ стала долгожданным подарком. Ключи от новых машин представителям больницы сегодня вручил глава Коми. К слову, за рулем одной из машин он лично проехал по городу. Татьяна Супряткина подробнее. Хорошая, отличается от прежней машины. Нам уже машинами-то их назвать нельзя было. Они уже все. Ни полов, ни дверей, ничего практически тоже не было. Вот с таким восторгом отзывается о новенькой Ниве водитель с 30-летним стажем. Половина нынешнего санитарного автопарка в Прилузье давно изношена. Обновляли лишь частично. 5 лет назад в район поступила одна машина. Последний автомобиль нам был закуплен буквально в 2016 году. После этого автопарк не обновлялся. Предыдущее масштабное поступление это было 3 автомобиля УАЗ санитарных в 2010 году. Конечно, за этот период времени машины уже исчерпали свой и моральный, и материальный ресурс. Машины достаточно гнилые все. Оказывать на них помощь бывало уже достаточно затруднительно. Машины часто ремонтировали. И вот этот масштабный проект позволит заменить в нашем автопарке 50% автотранспорта, что гораздо улучшит оказание медицинской помощи в Прилузском районе. Автопарк наполовину изношен, а ведь ЦРБ обслуживает почти 250 километров федеральной автомобильной трассы. Врачи регулярно выезжают на разные дорожно-транспортные происшествия, а потому районные общественники тему с нехваткой санитарного транспорта подняли прошлой осенью на конференции Коми-Войтер. Почти крик души озвучили главе республики. Понимая, что если мы пойдем по обычной истории, заказ, заявка, там даже проектное решение в части модернизации первичного звена, мы все равно потеряем достаточно много времени. И поэтому мы обратились к одному из наших надежных партнеров, «Газпрому». У него есть фонд социальных инициатив. Вот этот фонд, обратились туда для того, чтобы помогли и решили этот вопрос достаточно оперативно. Потому что помощь нужна здесь, сегодня и сейчас. И эта инициатива была поддержана, и вот эти 7 машин – это как раз плод нашей совместной любви с «Газпромом» и с фондом социальных инициатив. Вот эти машины, по сути, в ноябре месяце была эта инициатива озвучена на Коми-Войтерной конференции. И, по сути, вот мы в феврале эти машины уже имели, сегодня, 10 марта, мы их передаем. В муниципалитете, кроме районной ЦРБ, работает больница в селе Летка и 4 амбулатории. 3 Нивы повышенной проходимости направят в самые отдаленные села – Лойму, Спас-Поруб и Ношуль. Татьяна Супряткина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.